Садись. В этот раз землетрясение было сильнее, чем в прошлый раз, и было днем, и, к сожалению, муж как раз был на работе в это время. Девочки-то особо ничего не поняли. Во время толчка мы встали в безопасное место. Потом сразу позвонил муж, сказал, что выходите на улицу. Ну, я собрала быстро девочек. Ну, как быстро в нашем случае? Быстро это пока оденешь двоих, пока выйдешь. И я все думала, главное, чтобы не начало трясти снова. Или пока мы там спускаемся с ними. Вот. Собрала все самое необходимое: воду, перекус, теплую одежду, соски их, без которых они пока жить не могут. Вот. Все, одела их тепло и выбежала на улицу. Играли где-то около часа, наверное, мы на площадке были. Очень много людей повыходило с животными, с питомцами домашними, с детьми. Много кто поуезжали. Вот. Страшно все это, конечно. Ну, надо быть готовым. Что-то в последнее время очень сильно трясет. Очень часто. Мы еще заболели девочками сильно. Девочки кашляют сильно, насморк, сопли. Я сильно болею. И мы вообще стараемся никуда особо не выходить, чтобы не контактировать с другими, не заражать. Только так на прогулку, и то стараемся, чтобы рядом никого не было, чтобы никого не заразить. Но тут у нас не было выбора. Мы вышли, конечно, на площадке, кучу народу. Старалась, кто рядом, кто близко подходил, говорила, что мы болеем. Вот. Знаете, с появлением детей все-таки ты становишься каким-то другим человеком. Я не знаю, это... Я раньше никогда так ничего не боялась. Вот ни смерти, вообще ничего. У меня главный, единственный страх был — это одиночество в жизни. А сейчас капец. Все поменялось, и отношение поменялось. И я уверена, что если бы сейчас у нас не было бы детей, было бы землетрясение, было бы, я бы так не среагировала бы, как с детьми. В общем, что хочу сказать. Берегите себя, берегите своих близких. Все это страшно, все это не смешно. Будьте готовы всегда ко всему. И никто никогда не сможет предугадать, что и когда произойдет. Никакая система безопасности, никакие службы безопасности. Так что всегда нужно быть готовым и брать ответственность за свою жизнь, за своих родных и близких.